Зачем детям орешник? Орешник будет у взрослых. Не дай бог кто-то подумает, что папа дал слабину. Зачем в этой истории Коля Лукашенко, никто не понял. Ну убей меня, ну убей. Совет господина Лукашенко, если вам что-то надо, скажите это ртом. Вітаю сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК, і гэта нядзельны аналітычны выпуск з эканамічнай глядальніцы, а таксама галоўнай рэдактаркай плана Б Воля Лойка. Воля, вітаю. Привет. Да новых перавыбараў Лукашэнкі застаецца ўсяго тыдзень. Што ты запомнишь про гэтую выбарчую кампанию? Задача этой кампании все кандидаты должны быть абсолютно неподходящие и не подходящие на роль кандидата-противника Лукашенко, на роль того самого там табуретки или фонарного столба, за которого люди готовы проголосовать, лишь бы не голосовать за Лукашенко. Да? Ну, минулый раз яны помылились с Тихановской, зараз уже Тихановской быть не повинно. Никакой альтернативы. На всякий случай надо побольше жести. Ну, то есть условный там Сыранков, который там, ну, коммунист. Бывает. Ничего страшного, можно и вполне голосовать. Слушай, подожди, ну давай он скажет про экспроприацию собственности пусть. Ну, собственность, ну, нормально, нам подходит. Нет, подожди, слушай, пусть он еще скажет, что мы везде восстановим памятники Сталину. Так, а чтобы еще? Медицины платной не будет. И социальную справедливость восстановим, значит, повсеместно в том виде, в каком мы видим ее, коммунистическая партия. Ну ладно, это уже как-то немножко перебором, да? Конопадская, слушай, ну нормальная женщина. Я почитала ее программу, думает условный белорус. Ну что там, ну ничего там такого сильно страшного и нет, в общем-то, да. Там даже написано, что надо максимально использовать амнистию и отпустить тех людей, которые, значит, в чем-то участвовали в 2020 году. Там очень так обтекаемо написано, что это было. Не, слушайте, так еще не дай бог проголосую. Так, а давай она скажет жесть про Бабарика какую-нибудь, да. Причем там будет и Лубянка, и Вильнюс, и Варшава в одном флаконе, и... Кем она его там назвала? В общем, он агент всех на свете, который испортил всем белорусам весь 20-й год, да, всю каторгу, все выборы. В общем, натворил кучу всего. Ну ладно, может, действительно как-то вот, что-то она совсем странная, давайте мы там не будем за нее голосовать. Мне кажется, что есть вот эта вот боязнь, что как бы народ случайно, рука не дрогнула, и он случайно бы не выбрал кого-нибудь другого. Хотя очевидно, что этого не будет, потому что считать это, естественно, никто не будет. Мы же знаем эти славные традиции, соревнования и так далее. Поэтому моя ставка, что он наберет больше, чем в 2020 году. Все будет хорошо. Переизберемся как новенькие. Хочу с тобой про Конопадскую поговорить, потому что Ганна Конопадская амаль 25 годов была сябрам оппозиційнай партии АГП. Была побач з Лябедзькам доўгі час. І здавалася, што яна як бы сапраўды за ўсё добрае супраць усяго кепскага, так? І тут у 16-м годзе яна трапляе ў парламент, яна становіцца дэпутаткай. І маё пытанне, у якім моманце яе купілі? Да парламента, пасля парламента. Ці яна заўжды іграла на розных баках, так? З кім яна была, якія былі погляды? У цябе ёсць разуменне, што яна за асоба, што яна за чалавек? Понятия не имею, что за человек. По поводу купили, я не думаю, что ее купили в каком-то прямом материальном смысле этого слова. Во-первых, в Беларуси сейчас вообще не очень принята покупка как акт выплачивания денег за что-нибудь, да, то есть скорее... Это российская традиция. Да, скорее тебе скажут, что, слушай, ты делаешь вот это, а мы у тебя не отожмем. Мы же знаем, что у тебя есть и чем на тебя можно давить, влиять и так далее. Поэтому я думаю, что тут вопрос скорее с этой стороны. Вот. Ну, я не знаю, что она получила. Я не знаю, как выглядят современные 30 серебряников. Я не думаю, что это что-то большое, важное и светлое. Ну, опять, я же не могу подумать, что человек просто сошел с ума и стал вот серьезно верить, что, значит, пролубянские какие-то там силы, которые сейчас находятся в Вильнюсе и в Варшаве, они, значит, выдвинули Бабарика в 2020 году. Чего? Ну, то есть Лубянка, ладно, я понимаю, при чем тут Вильнюс, при чем тут Варшава тогда сейчас? И, ну, в общем, мысли теряются, и я не знаю, что это может быть. Але ведаеш, што мяне здзіўляе, што насамрэч у яе была магчымасць з'ехаць. Мы писали про немецкие виды жыхарства. По-моему, яе ці быў, ці ёсць, як бы там не до конца все ясно, але тым не менш. Чаму яна засталася? Чаму яна ў гэта ўлезла? Ну, во-первых, я не знаю, какие у нее состояния семейных активов, которые остались в Беларуси. Многие выехавшие за пределы Беларуси достаточно четко понимают, что как раз заработать в Беларуси они могут значительно больше, чем в Евросоюзе. Тут вот одни налоги платить чего стоит, да? А мы же понимаем, что в Беларуси многие схемы есть, которые существуют
без, скажем так, этой затратной статьи или с минимизацией этой затратной статьи. Поэтому я бы про нее просто даже, не знаю, вынесла за скобки все эти вопросы. Да? Ну, человек решил для себя, что в Беларуси ей комфортнее, легче и проще. Ну, не знаю почему. Як ты думаешь, а пасля выбараў, вот што з ёй будзе? Як яе будуюць у новую сістэму? Ці дадуць ёй нейкую, не знаю, посаду? Я не уверена, что она ей нужна. Я думаю, что она рассчитывать может, что ее оставят в покое до следующей необходимости. В конце концов, между 2020 и 2025 годом мы о ней благополучно ничего не слышали. Да? Человек продолжал свою какую-то обычную жизнь и так далее. Я не думаю, что она из тех кандидатов, которые, набрав там 5 или 7 условных процентов, скажет, что я вижу себя вот в этом, там, давайте я стану там губернатором Витебской области какой-нибудь условной, да, или еще займу там какой-нибудь пост министра труда и соцзащиты. Я не думаю, что амбиции Анны в этой сфере. А як ты думаешь, чаму вось менавіта гэты набор кандыдатаў дайшоў да выбараў? Апроч Саранкова, якога ты згадала, ёсць яшчэ Хижняк, кіраўнік праўладнай партыі працы і справядлівасці. И вообще никто не может, по-моему, запомнить. Абсолютно. Просто потому что Абсолютно. Мне здаецца, читаешь, не можешь воспроизвести из нее ничего. Так, і мне здаецца, што гэта ў яго ў Вікіпедыі нават фотаздымка няма, увогуле такі ноунеймы кандыдаты, якіх ніхто не ведае. І ёсць яшчэ кандыдат, не прастытутка, кіраўнік ЛДПБ Олег Гайдукевич. Чаму такі склад? І ці можа Канапацкая стаць фактычна Гайдукевичам, якую будуць просто вось так вось даставаць кожны раз, класці на стол, што ну вось гэта дазволеная пазіцыя. Ну, почему нет? Я думаю, что это вполне удобные люди. Ну, часть из них, понятно почему, по партийным спискам там оказалась. Потому что раз уже мы занялись партийным строительством, достаточно специфическим, и у нас 4 партии, и 3 из них выдали своих кандидатов. Ну, в общем-то, это, наверное, логично. Ну, кого смогли, того и выдали, извините, да? У нас в Беларуси не очень принято вступать в партии. Ха-ха. Да, ну, все-таки, да, не все готовы, как Саранков и так далее, да, в свои там 40 с чем-то лет мечтать о памятниках Сталину, да, и восстановлении социальной справедливости, всеобщего равенства, снижения коэффициента Джини. У нас, кстати, и так очень низкий, и там совсем чуть-чуть они хотят его снизить. Уж не знаю как. Уж страну большей равности невозможно себе представить. Да, осталось только несколько буржуев расстрелять, наверное, и тогда мы точно в этот коэффициент попадем. Ну, я думаю, что по партийным спискам в основном. Ну, и женщина опять. Женщина, человек в юбке. Ну, не Качанову же на это отвлекать. Она и так на задании важном. Она связь с народом обеспечивает. Поэтому... А чому Чемодановой не дазволілі дайсці да выбараў? Там фальстарт нейкі атрымаўся, яна спачатку заявила, значит, про свои амбиции, а пасля её хутенька прибрали. Слушай, ну, я думаю, что опять-таки потому, что Чемоданову еще реально могли бы и проголосовать. Не столько потому, что Чемоданова – это Чемоданова, вот, но в целом она, в общем-то, такая обычная гражданка для большинства белорусов без какой-то такой, без негатива, что называется. Оппозиция могла закликать все за Чемоданова, все за давайте. Чемоданова. Абсолютно, абсолютно. Это было бы, конечно, очень забавно, да, потому что нынешняя стратегия против всех, она такая немножко беспомощная все-таки, да. Кандидат против всех точно не выиграет, мы точно не играем на победу. А играть, зная, что ты не выиграешь, многим не хочется даже начинать, потому что, ну, какой смысл, чтобы почувствовать себя лузером? Там, даже если 15% будет против всех, ну и что? Ну и ничего это не значит, в общем-то. Тем более, что понятно, что такой высокой цифры против всех ну, просто не будет, не позволят. Не для того Карпенко, значит, свой портфель получил, чтобы, значит, хулиганствами такими заниматься. Да и народ мобилизовать на заведомо проигрышную стратегию довольно сложно все-таки. То, что в 20-м делалось само фактически, да, я понимаю, что часть людей до сих пор верит в какие-то методички, которые, значит, чему-то способствовали, кого-то мобилизовывали и так далее, но мы все понимаем, что методички есть, они всем известны, и их можно использовать прямо сейчас, чтобы прямо за Александра Григорьевича было, значит, миллиард человек. Да? Там была такая колькасць людей заангажаваная, што вельмі многія рэчы рабіліся просто спонтанно, ніхто не мог прадказаць, хто і што зробіць. Абсолютно, абсолютно. Эти очереди подавать жалобы, да, это, ну, на самом деле, я тут согласна с Конопадской, во всем виноват, конечно, Бабрика, безусловно, потому что это оказался такой кандидат, который прям вот, да, вот good enough, да. Слушай, ну, прям даже не знаю, что про него сказать плохого, в том плане, что он не идеален, безусловно. Но в моменте это просто шикарный выбор. За него абсолютно не стыдно было голосовать любому. Он был вполне приемлем и для чиновников, и для интеллигенции. Он имел очевидные, сильные, яркие стороны, там, как экономист, как меценат.
как визионер. Вот его размышления, наверное, меньше чем за год до того, как он сказал, что пойдет в кандидаты, о евангелистах, да, о том, что их судьба часто печальна, но сейчас, с учетом того, что многие процессы ускоряются, он надеется, что вот эти вот евангелисты новой экономики, они окажутся более везучими, более счастливыми. Ну, то есть я, когда это пересчитывала сейчас, это прям мороз по коже, да. Фактически это самопожертвование, когда многие говорят, что он наивный, он не знал, куда ввязываться. Он не знал, возможно, куда именно, он не знал деталей. Но про судьбу этих людей он точно знал, и он ее мерил на себя, это прям совершенно очевидно. И судьба – это действительно часто драматичная. Я не буду говорить трагичная, драматичная. Як ти думаєш, чому його зараз Лукашенко дозволив показати? Прямо перед виборами. Ну, во-первых, для того, чтобы показать, что, ребят, ну, все живы, целы, потому что все-таки 2 года – это такой срок, за который немножко уже было боязно за этих людей. То есть, возможно, вы их просто убили, да? Нет, мы их не убили, они при нас, они, если что, готовы быть предметом обмена, торга и так далее. Товар надо показать лицом. Я очень надеюсь, что семьи получили какие-то сведения о своих близких и смогут, значит, возобновить какой-то контакт. Да, забавно, да, что государство фактически, оно не может вернуться в какую-то правовую плоскость. Оно не может, к примеру, восстановить переписку, положенную правилами внутреннего распорядка, содержащимся там в колониях, с близкими родственниками. А що не може? В будь-який момент почать пропускать и все. Не может. Им надо послать, значит, сварщика, чтобы он передать послание. Да, и чтобы и письмо. Бабарика от руки написал письмо, да. Абсурд. Ну, это абсурд. И когда они говорят, что это сигнал Европе, послушайте, сигналы Европе надо давать как-то более внятно, потому что Европе даже невозможно объяснить, что это происходит. Это приехал сварщик, чтобы забрать письмо. В смысле? Почему сварщик? Зачем Почта письмо? больше не працует? Да, цензор, почта, да, мы знаем, как это делается. Да, ты пишешь руками, да, и я могу только повторить себя же, что совет господина Лукашенко, если вам что-то надо, скажите это ртом, скажите это сами. Потому что ваши попытки через своих каких-то, через Эйсмонт, через Протасевича, через Воскресенского, через Роженкова заявлять какие-то тезисы, она плохо получается. Вот ей-богу, да, каждый пишет письмо о своем, да, ваш сын дядя Шарик. Как Европа это должна расшифровать и понять, невозможно, я не знаю, это не влезает в голову среднестатистического европейца. Да? О чем эти сигналы, собственно? Ну, это сигналы о том, что нам очень что-то надо. Потому что других поводов я не вижу. Ну, в случае с сотрудниками американской корпорации «Радио Свобода», я думаю, что это все-таки под Трампа, это под инаугурацию. Я очень надеюсь, что эти люди окажутся скоро на свободе все-таки. То, что ты кажешь, яно мэчыцца з гэтым пунктам праграмы Лукашэнкі, што кшталту абяцае, што мы паспрабуем зблізіцца з Захадам у наступныя 5 гадоў. Да, да. И получается, что другого способа начать, наверное, нет. Все-таки гражданин США, сидящий в качестве политзаключенного в Беларуси, это плохая идея. Сотрудники «Радио Свобода» тоже, мы знаем, что Госдеп предпринимал шаги по освобождению своих людей. В России это получилось. Ну, было бы логично, чтобы следующим шагом были белорусские сотрудники «Радио Свобода». Я очень надеюсь, что так случится, и очень рада была увидеть своих коллег, потому что все-таки это слишком большой срок, и, в общем-то, заканчивать эту историю пора уже, наверное, да, и тем более, что это реально попытка сойтись с американцами, с которыми намного меньше точек соприкосновения, чем все-таки с Европой, где можно там торговать безопасностью, мигрантами, чем-то еще. С Трампом ему будет сложно. А я ще, знаєш, коли думала про Протасевича, чому ягоную асобу фігуру абралі, то мені падалося, што гэта такі кампраміс, да? З аднаго боку, ён быў на боку апазіцыі. І ў гэтым сэнсе ён зразумелы тым, хто сядзіць за кратамі, так? А з іншага боку, ён выгадны лукашыстам, таму што калі яны яго адпраўляюць да Бабарыкі, там, да Марыі Калеснікавай, то гэта такі знак, кшталту, вось паглядзіце. І вы можете выйсці, калі будзеце сябе там добра паводзіць, вот будзеце працаваць, вось паглядзіце. Человек на свободе с вами зараз размаўляет. Я не думаю, что это лучший кандидат. Все-таки отношение к Роману изначально было достаточно специфическим. И когда его только задержали, и я своим сокамерницам сказала, что «а сейчас следите за руками, Протасевич будет первый, кто выйдет из тюрьмы». Мне сказали: ну ты что, его замучают, он же символ, он же там главный оппозиционер.
ребята, у меня есть своя теория, давайте подождем там, я сказала, по-моему, то ли 2 недели, то ли 3 недели. Ну, там прошло около месяца, он действительно вышел. Ну, просто я помню этот дуэт с Чуденцовым, он у меня вызывал большие вопросы с самого начала. Кто они, откуда, с кем работают, как работают. То есть это чисто профессиональный был такой скепсис в отношении оппозиционности. Ну, опять, это... Я не имею никаких подтверждений, честно говоря, никогда не вдавалась в эти подробности. Трэба, напэўна, дадаць для тых, хто, можа быць, не ведае, што Чудзянцоў гэта вельмі такая спрэчная асоба. Нейкі час калісьці вельмі даўно ён працаваў на Тутбаі, пасля ён стаяў ля вытокаў нехты, і невядомая дакладна ягоная роля, але нібыта ён праз яго шлі розныя злівы міліцэйскія таксама. Ну і пасля яго затрымалі ў тым ліку за педафілію і, карацей, да, за перевоз наркотиков через границу. Да, і карацей, все гэта ў суме ў купе стварае вельмі, ну, такое незразумелае, неадназначнае ўяўленне пра тое, хто такі Чудзянцоў. Так, і таму тое, што ён быў паплечнікам і, магчыма, як бы настаўнікам Романа Пратасевича, ну, гэта выклікае шмат пытанняў. Абсолютно. Это вопрос еще с тутбаевских времен, когда меня очень смущало, что несовершеннолетний ребенок приходит в редакцию с одним из сотрудников и выполняет при нем какие-то функции, какие-то роли. Ну, так не принято. Да? У нас всегда все было по-белому, трудоустройство, обязанности. Все эти формальности всегда были соблюдены. А здесь такой какой-то странный случай. Да? Там одно дело, если это чей-то ребенок, который там, ну, папе помогает, а другое дело и то на самом деле. У нас работа такая, которая... Если ты посылаешь кого-то на мероприятие, на митинг, на освещение ДТП, на еще какие-то ивенты, ты за него отвечаешь. У него редакционное задание есть. Этого нет на бумажном носителе задания обычно, но ты понимаешь, куда, зачем и кого ты отправляешь, и что ты должен поиметь на выходе. Да? Какой материал, какой формат и так далее. Ребенка посылать на такие вещи не принято. А я нават на Тутбае брал кого-то да. с собой? Он брал с собой Протасевича. В том-то и дело. Он брал с собой Романа. У сотрудников это вызывало вопросы. Эксплуатация детского труда и в целом не очень уместность такого формата. Вяртаючыся да выбараў Лукашэнкі, з чым ён ідзе ў наступным пяцігодку? Он идет с восхитительной программой, увенчанной совершенно фантастическим фото. И я, когда увидела эту фотографию, я бы за вас голосовала, если бы могла. Да, он сбросил там лет 35, килограмм 40, да, и выглядит совершенно фантастически. Да, фотошоп наше все. Ну, ничего в этой программе нет. Закончить, дошлифовать, доделать. Это программа очень уставшего человека, который говорит: послушайте, я за 30 лет сделал вам все. Почему вы постоянно от меня чего-то хотите? Да, все, ребят. Очень вот этот важный такой тонкий момент о том, что я хочу передать власть. Да? Он обещал ее передать, детьми клялся, это опубликовано тогда, в 2020 году. Сейчас он обещает это опять. Ну, на самом деле, я понимаю, что ситуация такая, что он вполне может потом объяснить, найти рациональное объяснение своему такому решению. Да? Ну, к примеру, да, началась война, я этого не знал. Путин пока в силе. Если я сейчас передам власть в Беларуси кому-то из новичков, Путин просто сожрет, независимость Беларуси будет потеряна и так далее. То есть фактически я жертвую собой, иду на 7-й, прости господи, срок, хотя мне уже этого не хочется, но я спасаю страну от поглощения Путиным. Без меня ее съедят. Не будем говорить, что, значит, блюдо было сервировано ровно за эти самые 30 лет и за не очень большие деньги, которые были потрачены не очень с толком, скажем, деликатно. И просто вот сейчас я спасаю страну. Вот, а потом, в течение следующей пятилетки, в момент, когда Путин будет вдруг занят поражением в Украине, надеюсь я, вряд ли на это надеется Лукашенко, стол переговоров или что-то еще, вот в этот момент я и отдам кому-то, кого я, значит, вскормил, воспитал, научил, и кто будет моим преемником. Ну, из хороших новостей я очень рассчитываю, что если это будет, то это будет все-таки Дмитрий Николаевич Крутой. Ты думаешь, до 30-го он еще... Я думаю, что до 30-го Беларусь будет точно с новым президентом. Да.
да. Тут вот этот диспут и даже легкий хейт Сергея Чалова, что он, значит, делал ставку на Крутого, я согласна с тем, что такой вариант был. Это прям очень было видно по всем телевизионным передачам, и сейчас это прям продолжается, да, он его водит с собой, его показывают прям большую часть времени. Можно сравнить даже телевизионный образ двух людей Головченко, который, извините, уже даже в кулинарных шоу участвует, да, ну, прям премьер-министр, который, да, и Дмитрий Николаевич, который прям выступает в роли такого вот серьезного, взрослого, очень местами даже самостоятельного политика. Ну, уже давно такого не было, з 10-х гадоў, калі хтосьці затрымліваецца больш, чым на 4 гады на пасадзе прэм'ера. Чаму он его не поменял прямо зараз? Слушай, очень короткая скамейка, во-первых, и его надо, по идее, как и Богданова, да, его надо уволить в связи с тем, что он сейчас что-то не выполнит. Вот сейчас он, допустим, не придумает формулу ценообразования справедливого. Ну, просто потому, что ее не существует в природе, о чем Лукашенко сам и говорит, что в природе такого нет. Чудо. Он фактически заново хочет изобрести рыночную экономику, но так, чтобы это была не рыночная экономика. А все то, что он описывает, это она и есть. Его формула справедливого ценообразования. Ну, было бы логично тогда Головченко уволить за отсутствие этой формулы, к примеру. Ну, это уже, наверное, после выборов. В общем, они как-то слишком быстро назначили выборы. Просто Лукашенко не успел всю эту организационную подготовку. Куда он так спешался? Программу даже не успел фактически. Да, программа, на самом деле, опубликована буквально за 2 недели до выборов. Для кого? 5 страниц. Ее даже не опубликовали в нормальном виде все медиа. Ну, відавочна, што гэтыя выборы просто фактычна праводзяцца, і нікога мы не выбіраем на гэтых выборах. Все гэта разумеюць. Абсолютно. І гэты фарс — это просто фармальнасці, якія могуць там за дзень до выбораў, напэўна, выконвацца. І для іх гэта окей. Фактически это отложенная смена власти, просто потому что сейчас нам надо быстренько перевыбраться, а потом яны нават не стараются просто. Яны нават не стараются. Нет, совершенно. Зрабіць выгляд, што хтосьці некага выбірае. Совершенно. Программа написана такое впечатление, что копипастом из каких-то совершенно необязательных документов. И вот, слушайте, сделайте, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Знаешь, вот бывает, когда тебе надо что-то вот формально сделать, поставить галочку, и, как это у чиновников называется, да, сделать так, чтобы снять с контроля. Это вот большое чиновничье искусство в Беларуси. Да? Сделать, понятно, что ты не выполнишь то, чего от тебя хотят. Но надо, чтобы было снято с контроля. А вот если ты даже сделал как надо, а с контроля не снял, то потом у тебя будет еще одно совещание, и тебе опять накидают, и ты опять будешь, значит, в каких-то сложных этих. Поэтому это большое чиновничье искусство. Да? Сделать, чтобы good enough. Все, сошло. Але ведаеш, што яшчэ мяне хвалюе? Што ў 30-м годзе Колю Лукашенко ўжо будзе амаль 30. І ў гэтым узросце Рамзан Кадыраў стаў на чале чачней, да? І по такім плане, можа быць, і Коля ўсё ж такі можа очолить Беларусь. Не верю я ни в одного из Лукашенко-младших. Никто из них не будет Лукашенко-лучшим. На самом деле много шуток было вокруг гипотезы Сергея Чалова, что, значит, сейчас еще Коле надо династический брак организовать, значит, и он будет иметь потенциал хороший еще и в России. С дочками Путина? Боюсь, что с дочками Кадырова, которые больше ему по возрасту подходят, больше подходят под перспективу смены элит в России. Мы же понимаем, к чему там все идет. И они там в свои 15-20 уже министры, уже начальники управления, они уже большие чиновники. Поэтому тут надо Колю быстрее начинать продвигать, что пытаются делать. И это очень забавно выглядит, да, когда госпожа Эйсман сказала, что тот звонок Лукашенко Зеленскому стал возможен только благодаря, значит, эмпатии и осведомленности Коли, который мало того, что, значит, у него был телефон Зеленского, он очень переживал из-за ситуации, поэтому папа позвонил Зеленскому, да. Сам Лукашенко описывал ситуацию совершенно иначе. Вместо Коли там был украинский депутат. Вот, какая разница в конце концов? Вам что, жалко Коли такой замечательной роли? Никто же серьезно не думает, что 15-летний сын Кадырова действительно чем-то руководит, да? Что он школу еще не закончил. Кстати, этот вопрос всегда как-то заминается. Наш все-таки образованный будет. Нет, я не верю, что Николай в 30-м, 35-м или каком-либо другом году. Я не думаю, что семье это вообще будет надо. Я думаю, что все-таки семья будет пытаться сохранить не столько власть, сколько деньги. Потому что без денег скучно, привычки сохранились.
Люди летают частными джетами, люди живут свою хорошую жизнь. Вот. Ни при какой новой власти возможности задорого продавать купленные задешево белорусские БелАЗы, я боюсь, что не будет. Поэтому я бы с мечтами о троне для Николая все-таки завязывала. Да. А кажучи яшчэ пра званок Зяленскага, мне здаецца, все ж таки важна абмеркаваць тую заяву, што нібыта Лукашенко прапанаваў ударыць па мазырскім НПЗ, як бы каб заплаціць чымсьці за наступ з тэрыторыі Беларусі. Ты веришь в это? Слушай, я думаю, что это такая фигура речи из серии «ну убей меня, ну убей», да, ну что я могу сделать, да, ну ты можешь вот все со мной сделать. Это до слова придалось? Ну да, потому что на полном серьезе ударять по Музырскому НПЗ как-то, я не знаю, мне кажется, что это несколько странная идея. Я очень надеюсь, что с Музырским НПЗ все будет в порядке. Я не думаю, что это был какой-то призыв. Как там это? Статья 361, часть 3. Призывы к санкциям и иным действиям, нарушающим интересы Республики Беларусь. Это моя статья, поэтому я ее знаю. Вот. Поэтому даже в шутку сказать «ударь по Мозырскому НПЗ» в Беларуси сейчас за это 5+ лет колонии. Не самого приятного режима. Поэтому господину Лукашенко можно бы тут, да, поаккуратнее. Да, ну кто же его посадит? Он же памятник. Поэтому с Украиной я не очень понимаю, зачем Эйсмонт вышла с вот этими опровержениями, да, потому что Лукашенко у Зеленского получился какой-то такой довольно симпатичный на самом деле. Ну, в том смысле, немножко растерянный, немножко виноватый. Человеченко, да. Промелькнула. Да. А когда это появляется, мне кажется, что там прямо вокруг него начинается такой ажиотаж. Да, не дай бог кто-то подумает, что папа дал слабину. Хотя, в общем, для большинства белорусов, наверное, версия этого разговора была такая вполне приемлемая. Да? Ну, видишь, мы же сделали, что могли. Вон позвонили Володе, Володя сказал, а мы ему, а что же мы сделаем? Да? Путин же все против лома-то. Вот. Поэтому немножко они тут перестарались. Вот. И просто слишком недавно была версия Лукашенко об этом разговоре. Может, конечно, это было 2 разговора. Может, с Зеленским у них там частые созвоны, планерочки. В результате послевкусие очень странное. Зачем в этой истории Коля Лукашенко, никто не понял. Все ж таки, напевно, можна ўжо сказаць пасля прыходу Трампа, што 25 год стане у некім выглядзе годам перамоваў паміж Расіяй і Украінай. Як ты бачыш ролю Беларусі ў гэтым усім? И что нас чакае? Меня, наверное, как и большинство наблюдателей этого процесса, пугает, что это будут переговоры между Россией и США. Я очень надеюсь, что этого не будет, что там же будет Евросоюз, где все, собственно, происходит, где нужны гарантии безопасности многим странам. Я надеюсь, что Евросоюз будет активным участником, и все-таки для субъектности Беларуси, для сохранения субъектности важно, чтобы Беларусь, ее интересы в каком-то виде все-таки были представлены. Вариант, предложенный Валерием Ковалевским, он может быть, да, чтобы кто-то из Евросоюза, евросоюзовских структур представлял интересы Беларуси. Я совершенно не возражаю, чтобы обсуждалось то лицо, которое может представлять Беларусь. Я не уверена, что это может быть Лукашенко по целой совокупности факторов. Но другой человек от Республики Беларусь, или 2 человека, или несколько человек, да. Я понимаю, что это звучит сейчас как так, что мы легитимность Лукашенко готовы там повышать, как-то способствовать. Это не имеет отношения к легитимности Лукашенко. Это имеет отношение только к субъектности Беларуси. Если там за одним столом, допустим, будут от Беларуси Беляцкий и Лукашенко, как бы странно ни казался, не выглядел этот тандем, это будет важно для Беларуси. Это действительно важно. И сейчас, допустим, Беляцкий для Лукашенко был бы полезнее всего МИДа и 2/3 администрации вместе взятых. Потому что это человек, у которого есть личная субъектность, который мог бы, как Маккей когда-то, как Олег Гулаг. Таких людей не так много на самом деле, у которых есть какая-то личная субъектность и которые могут представлять Республику Беларусь. Поэтому я бы на месте господина Лукашенко сейчас сильно подумала о том, что очень важно нам сохранить вот этих нескольких людей, у которых есть эта личная субъектность, в том числе для попадания его самого или кого-то из его команды за этот стол переговоров. Чтобы попасть за этот стол, однозначно ему надо будет доказать всему миру, что людей он больше не ест. Да? Поэтому надо всех показать,
желательно всех простить. Это вы можете обставить для внутренней аудитории, как вам будет удобно. Абсолютно. Как прощение, как воссоединение, как, я не знаю, там, единение нации. То есть это вы можете придумать. Да? Вы же умеете режиссировать вот эти массовые мероприятия, да, когда толпа людей кричит «НАТО». Я каждый раз слышу «НАТО» и прям вздрагиваю. Серьезно, да, это прям... Опять меня немножко подбрасывает, потому что, надо. Человеку не хочется. Вы что, не видите, что ли? Зачем вы ему кричите «надо», если он не хочет? Зачем вы его заставляете, да? Вот это все-таки педагогика белорусская, она такая немножко с элементом насилия всегда. Надо есть суп, надо одевать шапку. Не хочу. Не хочу. Походи без шапки, походи без супа. Замерзнешь и проголодаешься. Да, так и тут. А может, и не надо. Особенно, если человеку не хочется. Поэтому не спешила пока сказать, кто будет за этим столом, но мне важно, чтобы от Беларуси там кто-то был. Мне здаецца, увогуле невялікія шансы, што хтось ад Беларусі туды патрапіць па шчырасці. Да. Таму што Украіна будзе радыкальна супраць. Маўляў, вас тут не памірала, апроч каліноўцаў, да? Абсолютно. І на што вы претендуеце тады? Именно поэтому, именно для этого нужен кто-то, чья фигура не будет вызывать отторжение у второй части. Да? То есть фактически это его шанс посадить кого-то из своей команды за этот стол. Я не уверена, что это будет какой-то стол, большой стол, и он там получит место наравне с остальными взрослыми за столом. Я думаю, каля стола больше вероятно. Абсолютно. Но какие-то функции будут, потому что версия Артема Шрайбмана о том, что Лукашенко за этот стол принесет в чемодане Путин, я тоже не верю в это, потому что просто я не очень понимаю, зачем Путину еще один чемодан, у него 2 уже есть. Лукашенко, как увеличитель его личного веса, ему совершенно не нужен. Тогда в этот чемодан лучше брать кого-то другого, четкого, абсолютно российского кандидата, менять Лукашенко, потому что, слушайте, все эти игры, все эти какие-то сложные отношения, все эти постоянные какие-то скандалы, непонятки, обиды, в том числе публичные, я не думаю, что Путину это нужно и интересно. Да? Отношения из серии «все сложно», ему за 70 уже, ему надо, чтобы все просто было. Да? Он с Украиной по-простому решил порешать, а тут с Белоруссией какие-то вот эти вот игрища. Давайте уже как-нибудь закончим, назовем вещи своими именами, введем, наконец-то, российский рубль и заживем так, как мы давно мечтали. А як ты думаешь, вось гэтае вызваленне палітвязняў пасля выбараў яны працягнуцца? Я думаю, что да. На самом деле, во-первых, ему тупо не надо столько людей. Там очень много людей, у которых уже не то чтобы заканчиваются сроки, но остается там год или меньше года. Сидят они по сроку, выйдут ненавидеть тебя, а так они выходят не то чтобы с благодарностью, но все-таки с каким-то вот этим облегчением и с тем, что ладно, видите, все-таки помиловал лучше, да? Не будем напоминать про то, что вначале он их замучил, их семью и так далее, но все равно вот это от какого-то действия последнего остается не облегчение, но, в общем, отношение к нему будет лучше, если он этих людей помилует, чем если они отсидят по сроку и выйдут. Массово замучить, я думаю, что он все-таки не готов. Как-то немножко это... Хотя, впрочем, я бы не удивилась. У него склонность к эмпатии, наверное, в этом плане они с Путиным очень похожи, да, у них вообще нет, да. У них вот эта драчка, движуха, у них война, это какая-то такая, это не вдовы-сироты и разрушенные города, это вот какие-то личные амбиции, соревнования, кто кому надрал задницу, и давайте дуэль орешником устроим, да. И Лукашенко тут очень смешно поддакивает ему, а давайте и нам орешника. Слухай, да. Мне здаецца, до речі, что не будзе расследовать орешника у Лукашенко просто тому, что яны ему не доверяют. Абсолютно. И потому что у них этого орешника и нет, скорее всего. И так и можно зачем? Если надо, мы сами, в общем-то, ты скажешь нам куда, если мы посчитаем нужным, мы сами туда бахнем. Потому что последние Лукашенковские заявления о том, что если нас тянут в войну, то для государственности Беларуси это может быть концом. Послушайте, это вот прекрасно дает представление о том, как он видит обороноспособность своей страны. Вы можете публиковать в районных газетах фотографии со сборов территориальной обороны сколько угодно. Ничего, кроме жалости, сочувствия и легкой иронии, они не вызывают. Да? Оставьте в покое этих немолодых, замученных бытом людей. Пусть они занимаются своими женами, детьми, внуками, пусть они работают, пусть с ними будет все хорошо. Что вы с их помощью хотите кому доказать? Вы армию НАТО вообще видели? Даже если они там не выполняют норматив по отчислениям. Вот Трамп придет, будут выполнять. Вот.
Вы участвуете в соревновании, которые вам не выиграть. А у нас придет Россия, она нам поможет. Она поможет только сама себе. Вам она не поможет абсолютно точно. Вы же видите, как она уже помогла господину Асаду. Прям последний вам сигнал был. Как она помогла своему замечательному Приднестровью, которое осталось без газа и оказалось единственным пострадавшим от прекращения украинского транзита. В этом вся ирония, да? И Армении. Да. Сейчас замерзнет вся Европа, сейчас мы это... В итоге замерзнет одно Приднестровье. А о нем никто даже не подумал. Так и о Лукашенко никто не подумает. Зачем детям орешник? Орешник будет у взрослых. Если надо будет, ты покажешь, кто тебя обижает, мы подумаем. Недавно прачытала калонку мукавозчыка, адрасаваную, значыць, культурным элітам, якія знаходзяцца ўнутры краіны. І, ведаеш, яна мяне вельмі павесяліла, тому што ён так шчыра заклікае людзей не маўчаць, падтрымаць гэтыя выбары, выказацца, не знаю, падтрымку хоць бы Канапацкай, да, ну хоць кагосьці стварыць ілюзію цікаўнасці да ўсіх гэтых працэсаў, а людзі маўчаць. Людзі не хочуць у гэта ўвязвацца, відаць, проста каб не замараць рукі, так, і стаяць проста падалей ад усяго гэтага. І, ведаеш, я не знаю, я просто усміхаюся і думаю, ну вось яны будуюць там Савецкі Саюз свой, будуюць, а пшик на выходе, так, ничего нема. Я уже даже текстик начала про это писать. Мне это очень напомнило Максима Горького, да, с кем вы мастера культуры? Ну, скажите же, наконец-то, хоть что-нибудь. Ну, давайте, ну, я не знаю, там есть же Конопадская, ну, давайте хотя бы ее обсудим. Хорошо, вы не хотите Лукашенко. То есть он так их убеждает и уговаривает, ну, скажите, ну, хоть что-нибудь, да? Ну, нет. Ну, допустим, нет, не хочу. Послушай, во-первых, многие боятся, многие брезгуют, а многие просто, слушай, там же мастера культуры тоже весьма разные, да, кто-то, кто мог что-то делать, кто мог что-то заработать, уехал, а остальные тихо сидят, тихо доживают. Это как там из труппы купаловцев осталось там несколько пенсионеров и несколько женщин в декретном отпуске, да. Ну, ок, ну, что вы от них можете потребовать? Так что отчаяние господина муковозчика такое прям чувствуется, да, с какой болью, да. И смотрите, ну, вам же все дали. А, подождите, вам ничего не дали. Ну, хорошо, вам еще дадут. Ну, смотрите, вот, ну, сейчас же будут давать. Вы же ничего не забрали. Ну, и вам же дадут обязательно. А не надо, мы как-нибудь потихонечку. На самом деле это настроение очень у многих есть, да, где люди даже, которые ну, явно задействованы в этом, они говорят, ну, не, ну, мы же даже жестить не хотим. Нет, слушай, мы лучше как-нибудь это самое. Люди понимают, что история длинная, жизнь длинная, что как бы ни оказалось, что тот, кого ты сегодня мучаешь, завтра он оказывается... В общем, зря ты его мучил. Да? И как минимум лучше не быть в этом первым учеником. Да? Ну, если что, меня заставляли, я не хотел, вот доказательства. Да? Я там не поддержал, не написал, ничего. Кто может написать? Ну, пусть Чергенца там вдохновляет, может, он что-то еще напишет. Вот. Ну, на самом деле нет, желающих нет. Вот. Поэтому он один на передовой, значит, вместе с Озаренком, с разной степенью безумства, да. Проблема в том, что Беларусь достаточно спокойные, уравновешенные люди, потому что действительно очень у многих кто-то уехал. Это прям вот, это семьи. Очень у многих политиков кто-то из родственников за пределами страны. И, ну, им тоже хочется визы, им тоже хочется ехать, им тоже... Не хочется расставаться со своими возможностями, путешествиями, нормальной жизнью. Да? Это иллюзия нормальной жизни, которая может когда-то вернуться. А выйти и публично сказать, что значит публично поддержать... Не, господин муковозчик, это тебя так перекосило от того, что твоя бывшая уехала в Штаты, увезла детей, да, еще и вроде в Гарварде отучилась. Ну, не каждый переживет такое все-таки. Это удар психологический, да. А у тебя такая судьба КВНщика, да. Ты был юн, ты был физик, вокруг тебя были все девушки Республики Беларусь, а тут потом ты оказался, значит, штатным пропагандистом в газете, которую мало кто читает. Ну, по крайней мере, его точно мало кто читает. Я многих чиновников спрашивала, говорю, ну как, вот там же такой слог, это ненависть. Все говорят, где? Покажите. Ой, господи, какой ужас. Это где печатают? Я говорю, в Советской Беларуси, газета администрации. Слушайте, ну это же невозможно читать. А, извините, а про что он тут пишет? Я говорю, слушайте, ну это вопрос к вам. Да? Ну, потому что действительно у человека, он настолько увлечен собой в искусстве, что понять многие его пассажи довольно сложно, если ты не вовлечен глубоко в демповестку и во всю какую-то вот эту... Вот, на кого он намекает, там не всегда можно сказать. Ну, иногда, когда ты узнал кого-то и показываешь человеку, о ком он это пишет, он говорит,
о, слушай, прикольно, но меня даже родственники тут не узнали в этом описании, да? Там причем что текст, что звычайно там иллюстрации шаржи, там не зразумело, кто есть кто, что мы хотели этим сказать. Абсолютно. Слушай, меня терзала вся камера. Слушай, ты же их всех знаешь. Скажи, я говорю, ребят, я тут отличаю Меркель и Колесникову. Меркель по прическе, Колесникову по помаде. Простите, ну иногда еще Латушка как-то похоже более или менее получался, но все остальные, вы меня простите, я не возьмусь отличить всех этих людей. Я не вовлечена в повестку. Я не знаю, на кого они намекают, в каких обстоятельствах. В общем, работники культуры, да, причем забавно, что этот текст опубликовала «Литература и мастацтво», а не «Советская Беларусь». Абсолютно. Но там, до речі, я думаю, аудитория еще меньше. Именно, но он в целевку пытается попасть. Все-таки, если это публикация в Советской Беларуси, творцы могут сказать, что, слушайте, не выписываем там или упустили. Сорян. Я теж ще одну цікаву тенденцію зараз назираю у провладних колах серед лукашистів, як частка лукашистів зараз воює з Бондаровою. О. І я ось думаю, ну хто переможе у гэтай барацьбе, так? І ўвогуле, як это все так раз і асмялелі, так? Знайшлі кагосьці, супраць каго можно воевать теперь, дозволено. Слушай, ну меня очень умиляет, что они так и не могут с ней сделать ничего. Они ее только уволили из газеты «Коммунист Беларуси». Я думаю, что она, может, еще и сама ушла, потому что она все-таки профессиональная тунеядка. Да, очень забавная битва титанов, конечно, очень забавные угрозы всех пропагандистов, что вот сейчас, вот очень скоро с ней случится что-то прям очень нехорошее, и вы все узнаете, что бывает с тем, кто публично и нагло разжигает. А с ней не случается буквально ничего. Она продолжает, и версии, что она штатный сотрудник ФСБ, они, конечно, с одной стороны забавные, с другой стороны, я не удивлюсь, если что-то похожее в этом есть, просто в качестве троллинга белорусских властей. Да? Ну вот и что ты сделаешь, да? Если все то же разжигание будет, допустим, за русский язык. И вот попробуйте что-нибудь с ней сделать. Да? И Карпенко, и пропагандисты государственных газет, все вступили сейчас вот против нее прямо уже в масштабные боевые действия. И ничего. Ничего. А я по щирости думаю, что ее в некий момент могут посадить. Ну, просто посадить. Ну, мне кажется, не осмелятся. Ну, Мирсалима уж посадили, чем Бондарова лепше. Слушай, ну, может, она по этому самому, по погонам выше, я не знаю. Ну, хиба что. Да, ну, не получается, да, и несколько прям прямых угроз было озвучено. Ну, Карпенко не последний чиновник в Беларуси. И если он тебе напрямую угрожает, я бы, находясь в Беларуси, уже бы, наверное, испугалась. Да не наверное, ну что там, мы же понимаем, что если тебе прямо говорят, что, послушай, твои вот эти высказывания, разжигание, 130-я, часть 3, это тоже моя статья, да, вот, но Бондаревой за это ничего нет. Дмитриева, хочу з тобою таксама абмеркаваць. Андрэя Дмитриева, ён стваральнік «Гавары праўду», для тых, хто, можа быць, ужо падзабыў, як бы яго б'е. Ён таксама стваральнік Тацяны Караткевіч як апазіцыйнай кандыдаткі на выбарах 2015 года. Ён сам не раз заяўляў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Ён палітвязень, які зусім як бы адносна нядаўна вызваліўся з турмы, адсядзеўшы даволі працяглы час. І зараз, пасля всего, што за ім адбылося, з гэтым ягоным статусам былога палітзняволенага, ён выязджае на захад з Беларусі, вяртаецца назад у Беларусь, тут сустракаецца з апазіцыйнымі палітыкамі і размаўляе там пра, не знаю, будучыню Беларусі. Ну, зараз мы з тобой паговорым, пра што ён размаўляе. Але ясна, што простым смяротным гэта ў Беларусі не дазволена. Так? То бок яны ўжо даўно сядзелі ў турме ў чарговы раз і на больш доўгі тэрмін. У чым яго роля? З чым ён прыязджае за мяжу? Что ты про это все думаешь? Ну, я думаю, что в какой-то степени это действительно вот эта согласованная позиция оппозиции, которую согласовали власти внутри Беларуси. Я не верю, что это полностью его лично. То есть она может совпадать с его личной позицией, безусловно, но она одобренная. Ну, зачем это надо власти, я примерно понимаю. На самом деле такой человек важен. Важно, чтобы были люди, которые общаются с двумя сторонами. Я надеюсь, что там он общается с людьми, которые не то чтобы там решения принимают, но достаточно высоко имеют влияние. Вот. Это может быть важно. Он не предлагает ничего
сильно одиозного, ничего неприемлемого для обсуждения. Ну, то есть диалог, он в любом случае должен будет с чего-то начаться, да? Пока он обычно происходит в виде того, что кто-то что-то заявляет, а противоположная сторона начинает орать, ну, поохреневали совсем, да? Ну, это не диалог, он так не начнется. Он в любом случае, вот мы услышим что-то, не вызывающее у нас прям ужас-ужас, да, и мы начнем какую-то дискуссию. Это важный момент, и я надеюсь, что вот он сейчас начинается, в том числе со слов Дмитриева. Поэтому я бы пыталась в его высказываниях искать не то, что неприемлемо, кошмар, ужас, и как он мог это сказать ртом, а то, что, в принципе, имеет какое-то рациональное зерно, в том числе про субъектность Беларуси. Он об этом тоже много говорит, о важности этого. Он доносит это на европейском уровне. Замечательно. За политзаключенных, если он может сказать, тоже прекрасно и замечательно. Начнем с этого. Ну, это не может быть кто-то, кто с той стороны придет и скажет, значит, так, значит, свергаем Лукашенко, я вам расскажу как. Так не будет. Поэтому в любом случае мы начнем с каких-то общих точек, в которых мы совпадаем. Ну, утверждать, что мы не совпадаем ни в чем, нам с лукашистами не по пути вообще совсем, ну, значит, этой Беларуси для нас больше нет, потому что там еще 8 миллионов человек, и со многими из них у нас будут серьезные разногласия. И были, собственно. Заметьте, нам это не мешало жить в одной стране и иметь какие-то общие ценности базовые. Поэтому я бы точно не занималась хейтом Андрея, а пыталась найти в его словах, в его выступлениях что-то приемлемое и позитивное, и говорить, что давайте начнем обсуждать вот с этого. Як ты думаешь, хто ўвогуле зацвердзіў ягоны гэты план падарожжа па Еўропе, ну і ўвогуле ідэю таго, што ён хай будзе прамацваць глебу, ён хай будзе шукаць шляхі. Слушай, Хтосьці ж над ім стаіць відавочна. Слушай, ну я не знаю, да. Там МЗС, администрация, не знаю, персонально кто-нибудь, Петкевич, УАЦ, КДБ. Не знаю. Ну, явно есть, это фигура консенсуса, да. Я думаю, что там у него, как это называется, оперативное сопровождение осуществляется сразу несколькими ведомствами. Это тоже из нашего дела. Богатый жизненный опыт, да. Ну, действительно, каждый может вести какой-то свой участок, что называется. Возможно, невозможно. Возможно, ему надо самому задать какие-то вопросы разным людям. Ну, в этом тоже, наверное, ничего такого нет. Мы все знаем его бэкграунд. Это как история о том, что там вот хорошо, что отобрали визу у Воскресенского, он не может приехать. Ребята, плохо. Ну, потому что вместо него приедет кто-то, о ком мы, допустим, не знаем, кто он. И вы, любые другие структуры могут попасться на это. Да? Как выглядит Воскресенский, что он себя представляет, мы знаем. И вред от него, посещающего Евросоюз, абсолютно минимален именно потому, что про него все известно. А кто и в каком виде сейчас ездит с теми же вопросами, с теми же беседами, мы не знаем. Это о том, почему не задерживают людей, которые на различных акциях в Вильнюсе, в Варшаве снимают других людей, и много жалоб было, что, значит, вот явно же оперативники. Ну, мы их знаем. Лучше, чтобы мы их знали, чем чтобы мы их не знали. Вам, возможно, неприятности больше от вот этого, того, что вы там попадете на видео. Ну, поверьте, если концерт надо отснять и выяснить, кто на нем был, это будет сделано, это технологически сейчас довольно несложно. Поэтому будьте готовы к тому, что вы станете известным. Да? Хотя, честно говоря, вот сейчас ажиотаж вокруг этого ивента, который «Белорусогодная лепшего», да, честно говоря, меня несколько удивил. Я думала, что там, просто концерт, просто в Варшаве, пугать потенциальных его слушателей. Не знаю, мне кажется, что усилий слишком много, выхлоп слишком небольшой, и какие-то уголовные дела возбуждать в отношении людей, пришедших на концерт в Варшаве, это как-то уже слишком напряжно для личного состава. Впрочем, видимо, кадровых проблем у белорусских силовиков нет. В общем, спасибо за пиар-концерт. Я вот только из телеграм-канала, по-моему, МВД узнала о том, что он будет. Ведаеш, ўжо просто хочется, каб яны супакоіліся і перасталі ўсіх за ўсё на свеце цягаць за просто абсолютную ерунду, так? І вось для мяне пытанне, ці скончыцца гэта пасля выбараў, тому што да выбараў гэта яшчэ можна тлумачыць сабе тым, што яны рыхтуюцца да выбараў, так? Да. У іх там татальная зачыстка, у іх там план, ім трэба, каб все прайшло цішэй вады ніжэй травы.
Але пасля іх як бы па логіцы ўсё павінна спыніцца і як бы пачацца на некая нармальнасць. Поезд «Стой, раз, два». Ну, это очень важно для людей, которые внутри Беларуси. Им важнее, чтобы это прекратилось, чем то, что даже показывают людей из инкоммуникады, что выпускают политзаключенных. Потому что все-таки это их повседневная жизнь. Люди боятся. Люди в Беларуси реально боятся. Я общалась там со многими людьми, которые говорят: слушай, да я не боюсь, да сам ко мне не придут. И в разговоре постоянно человек говорит, что там с телефоном не выходит на улицу, что там стук, шорох, забрали соседа. Это часть жизни. И это не воспринимается как нормально. Человек пытается убедить меня и себя, что со мной все в порядке, ко мне нет и не может быть никаких претензий. И постоянно в его жизни все равно взяли, забрали, вызвали, позвонили, спрашивают, настаивают, там, подпишись за Лукашенко. 2 миллиона подписался. Ребят, вы 2 миллионам напомнили о своем насилии в отношении их. Хорошо, подписалось бы там 1 600 000, допустим. И что? Нет, должно быть больше. Нет, надо прийти на предприятие и заставить всех. И сказать, что ты или подпишешься за Лукашенко, или мы тебя внесем в другой лист, где будет там список не подписавшихся за Лукашенко. Вы напомнили человеку, что, в общем-то, вы об него можете ноги вытирать в любой удобный момент. И после рассказываете, как все проголосовали, какая тут демократия. Абсолютно. Абсолютно. Флешмоб надо записать может буквально каждый белорус, да, включая младенцев грудных, никуда не денутся. Надо, значит, надо. Всем понятно, что это имеет свою цену, да, что, возможно, лучше 1 миллион адекватных сторонников, в смысле искренних, чем вот эта тотальная имитация. Да? Это имитация, которая уже настолько очевидная имитация, что просто уже становится смешно. Да? Стоны, крики, рванье на себе одежды, значит, боже, как мы все хотим, чтобы он стал президентом. Так, ребят, так он и станет. Вы что, сомневаетесь, что ли? Вы переигрываете. Слишком усердно все это делается. Про эканоміку таксама хочу з тобой паговорыць. Недавно у Лукашэнкі вырвалася, што, маўляў, у суседзяў не ўсё так добра, і, адпаведна, можа тут нам таксама прыляцець як бы па касательнай. Что он меў на увазе? Каго он меў на увазе? У кого там все да, мы знаем только одного соседа, к которому мы очень тесно привязаны. Я боюсь, что отвязать нас, если не получится, то мы так вместе рискуем и утонуть. Это, естественно, Россия. Действительно, Беларусь сидит на оборонзаказе, Беларусь сидит на прямых дотациях, Беларусь сидит на логистической привязке. Это всем все понятно. Понятно, что оборонзаказ может снижаться, бюджетное финансирование России может снижаться, условия для кредитования в России хуже, экономика будет расти медленнее. Беларусь все еще пытается заработать на вот этом санкционном диспаритете. Да? Это тоже такое общее место. Да? Поговори с белорусом из бизнесов небольших, почти все скажут: слушай, зато у нас есть такая возможность, которой у России уже нет, а мы можем им там туда делать, поставлять. Это не нарушение. Мы фактически, в смысле говорю, не нарушение, вы обходите санкции, помогаете обходить санкции. Нет, нам просто не запрещено поставлять этот товар. Да? То есть мы делаем вид, что мы не обходим санкции. Да? Из России завод не может работать, давайте мы этот завод принесем в Беларусь и сделаем, значит, будем это выпускать здесь. Да? В России инвестору работает зашквар, давай он все-таки из Беларуси попытается что-то делать. Я не думаю, что это получится с учетом последнего пакета санкций, который в октябре начал работу. И опять, если вам кажется, что это ваш бизнес, который вы будете контролировать, у меня для вас плохие новости. Я думаю, что россияне считают, что все эти схемы – это их схемы. И постепенно вопросы, привет снова к кадыровской теме, это не ваш мальчик, это наш мальчик. Это наша корова, и если вам там дали заработать чуть-чуть на этом, то когда вы пытаетесь заработать на этом больше, это попадет в поле зрения, в поле интересов российских, очень серьезных людей, и тогда у вас будут проблемы. Поэтому я бы на эти все схематозы сильно не рассчитывала, а в Беларуси сейчас очень многие сидят и радуются, значит, как мы тут круто, это самое. Да, это как история, как наши банки под гарантией российских банков давали, значит, российским субъектам хозяйствования кредит, потому что у нас ниже ставки. Если вы думаете, что у нас банк этого не видит,
Нацбанк это видит. Если вы думаете, что Нацбанк ничего не может, он действительно много чего не может, но это он еще пока может. Поэтому все эти схематозы – это очень такая неустойчивая экономика, очень нервная, очень такая, да, серая зона. Ничего, никакого роста, никаких внятных инвестиций на этом не будет. На этом можно попытаться заработать, потому что я все потерял, значит, на уходе инвесторов или на закрытии для меня рынков. Я сейчас пытаюсь как-то спасти, отбить какие-то свои затраты. Это не перспектива, это не игра в долгую. Это такой схематоз в моменте. Тут меня ограбили, дай-ка я быстренько попытаюсь, значит, выйти в плюс или свои убытки немножко подтянуть. Поэтому хорошей ситуации для экономики Беларуси пока не просматривается именно в первую очередь, потому что Россия признает абсолютно четко, внятно свои проблемы. Да? Набиуллина об этом говорит постоянно. Путин, в принципе, с ней соглашается, хотя там критика была уже, но совершенно такая лайтовая. И проблемы эти очевидны абсолютно для всех. Тем более, что следующий пакет санкций, еще пакет санкций и так далее в отношении российской экономики. А кажучи про непасрэдна кашалькі беларусаў, так? Перад выбарамі звычайна все росло, пасля выбараў як бы прасядала. Ты думаешь, что в гэты раз будзе все то же самое? Да, похоже на то. Похоже на то. Ну, роста точно не будет. Это просто потому что смысл. Да, людей... Ну, и, собственно, единственная причина такого роста – это даже не выборы, потому что как раз с выборами все понятно, а то, что тупо не хватает ресурсов человеческих. И то, что Лукашенко это никак не может внятно и четко признать, и то, что компенсировать ресурсы квалифицированных специалистов, врачей, инженеров, строителей, айтишников, уезжающих из страны, никакой миграции невозможно. Ну, пока вот этого признания нет, пока есть игнор. В этом, кстати, российская позиция более сильная. Они собственные проблемы признают и достаточно четко. Да? Они могут сказать, ребята, нам не хватает миллиона айтишников. У нас, я даже не представляю, кто бы сейчас мог выйти и сказать, ребята, нам не хватает, допустим, 6 тысяч врачей. Угу. Кто может выйти и сказать о том, что у нас есть какие-то проблемы? Той, хто завтра сядзе ў турму. Именно. Не положено так. Про проблемы не говорится достаточно давно. Понятно, что на каких-то совещаниях где-то, но я не думаю, что это сейчас популярная позиция и что кто-то готов последовательно отстаивать какие-то адекватные решения вот в этом направлении. Тут Конопатская одна робко сказала, что не мешало бы, значит, вернуть. Да? Ну, когда на этом фоне ты понимаешь, что проблема есть, а Лукашенко говорит, что у меня куча бумаг каких-то о медиках, просящихся назад вернуться, зачем какая-то бумага, если ты просто поехал поработать и просто хочешь приехать назад? Я не очень понимаю, какие должны быть бумаги, зачем о чем-то писать Лукашенко. Если человек, допустим, вышел замуж, поработал где-то в Евросоюзе, а потом решил, допустим, вернуться. И что? Вот. Ну, мы же понимаем, что не просто так. Поэтому нет, я не вижу, хороших перспектив не вижу. И перспектив возвращения без адекватной политики государства я тоже не вижу. И чем дольше люди остаются здесь, тем, естественно, меньше шансов, что они вернутся без дополнительных усилий со стороны государства. Можно сколько угодно пытаться их ограничить, не выдавать им паспорта, лишать их возможности делать доверенности, не легализовывать детей и так далее. Европейское общество достаточно гуманно, в том числе бюрократически гуманно. Эти вопросы решаются. Не всегда просто, но... Але отправлять за краты в Беларусь так само людей не будут. Именно. И последние истории, когда действительно человек, которому грозила опасность, оказывается все-таки в Беларуси, тоже они, в общем-то, несколько шокируют Евросоюз и подтверждают наш аргумент в том, что белорусам в Беларуси опасно. Так что спасибо Лукашенко. Вот. Если раньше все сомневались, это, знаешь, как момент, когда люди здесь пытались, жертвы репрессий, пытались легализоваться с родственниками. Ну как, ведь родственнику сложно доказать. Ребята, как только вот мы об этом подумали, тут же начались репрессии на родственников внутри Беларуси, и здесь все сразу поняли, что действительно родственникам опасно. До этого можно было сказать, слушайте, ну если вы мама или папа какого-то террориста, ну вам же ничего не угрожает. Угрожает. Все. Спасибо, да, подтверждения не было, сейчас они есть. Як ты думаешь, а что с доляром будет в 25-м?
Какие твои ставки? Слушай, ну, я пока не вижу каких-то сильных таких прогнозов, которые сказали бы там 10%, допустим, девальвация, 20%. Вот то, что инфляция может быть двузначной, это как бы очевиднее на самом деле. А доллар, ну, будем смотреть на российский. Да? Я, конечно, надеюсь, что обещание Трампа нефти по 50, а можно и по 40, чтобы интереснее было, оно не то, что точно сбудется, но даже угроза этого, она может сильно поспособствовать и достижению мира, и изменению российской позиции. Поэтому пока ждем. Слишком много зависит от того, как будет он играть. Да, ну, мы понимаем, что если реально нефть будет там по 40, то российская экономика окажется в совершенно другой ситуации, и рубль имеет все шансы улететь. Дзякуй, Воля. Дзякуй, сябры, што былі з намі. Гэта быў аналітычны выпуск ТОК з эканамічнай глядальніцай і галоўнай рэдактаркай плана Б Воляй Лойка. Глядзіце нас на гэтым канале па нядзелях. І дзякуй, што былі з намі.